Более 850 тысяч актовых записей предстоит оцифровать Министерству юстиции. Архивные данные переносятся вручную с бумажного на цифровой носитель. К работе привлечены не только сотрудники министерства, но и студенты АГУ, волонтеры, представители молодежных организаций. Оцифровке подлежат документы с 1936 года. До этого использовались только церковные книги. Сложность главная заключается в том, что очень многие, так как мы работаем с документами с 1936 года, документы достаточно старые, да, они записаны все от руки, и сложно в почерках в основном разбираться. Какие-то там чернила стерты, какие-то вещи, может быть, написаны на других языках или каких-то нет вообще вещей, которые нам нужны для того, чтобы была полноценная информация по документам. Здесь в архиве хранятся актовые записи по всей республике. Это вторые экземпляры, переданные из каждого органа ЗАГС. Некоторым из них более 85 лет. Записи, которые хранятся тут с 1936 года, это самые древние записи. Они все пишутся от руки в самих органах ЗАГС. Когда граждане обращаются в сами ЗАГСы, пишутся, заводится актовая запись на каждого человека. Там хранятся записи о рождении, заключении брака, расторжении, смерти, перемене и так далее. Очень много всего. Следом они передаются в статистику. После того, как актовые записи прошли статистическую разработку, они передаются к нам в Республиканский архив ЗАГС. Здесь записи хранятся более 100 лет. После 100 лет некоторые уничтожаются, некоторые передаются в Госархив, где продолжают свое хранение. Проект по оцифровке имеет большое значение для многих направлений деятельности государства и, конечно, позволит упростить доступность данных для граждан. Главная, наверное, наша цель – это облегчить нашим гражданам получение документов, работу со своими документами, так как расстояния все-таки не маленькие. Документы в основном все приезжают получать в наш республиканский архив, а мы планируем, чтобы это все было дистанционно, быстро, удобно и качественно. Это была инициатива нашего министра Андрия Львовича. На данный момент проходит оцифровка документов нового Афона. Это более 5000 актовых записей. Большая часть работы уже проделана. Эсма Гуланце, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.